День прошел, так и ладно. А страдают-то дети. А страдают-то дети. Фокус на образовании, ряд вопросов и предложений. На дискуссионной площадке обсуждают инициативы, предложенные президентом России Федеральному собранию, и способы их исполнения в Ингушетии. В частности, речь зашла про необходимое количество дополнительных школьных мест. Дефицит с ростом демографии растет с каждым годом. Посадочных мест является у нас 21 907 школ. В этом году, до конца года 2020 года, планируется в году 4 школы на 720 мест и 1 школа на 250 мест. 4 школы – это Плиево, Назрань, Средние Ачулыки. И 1 школа на 250 мест – это село Яндери, сельское поселение. И планируется реконструкция школы номер 3 города Назрань. В общем, это все сократит дефицит посадочных мест на 1600 мест. Также в рамках нацпроекта «Демография» в 2021 году в Ингушетии появится 8 школ по 720 мест в каждой. К слову, особое внимание на встрече уделили и организации бесплатного и качественного горячего питания для учащихся начальных классов. Инициатива, предложенная Владимиром Путиным, подарок как для самих детей, так и родителей. Правда, для Ингушетии эта задача сложная, но вполне реализуемая. Из функционирующих в регионе 125 образовательных учреждений только 90 школ имеют свой пищеблок. Остальные школы либо имеют столовые, которые не оснащены достаточно современным оборудованием, которые смогут обеспечить эту задачу, либо вообще имеют только буфеты. И это, естественно, затрудняет реализацию данной задачи, но сегодня мы изыскиваем средства из бюджета, заявка сделана в федеральный бюджет, и, значит, нужно изыскивать средства из местного бюджета для не только, значит, обеспечения питанием, но и модернизацию столовых, пищеблоков, которые у нас есть. То, что президент инициировал отдельную доплату учителям за классное руководство, а это 5000 рублей в месяц, еще одно торжество справедливости. Сейчас прорабатываются условия и порядок выплат, которые будут получать более 3000 педагогов Ингушетии. Причем сохраняются и действующие региональные льготы. Установлена в регионе выплата у нас она по постановлению в размере 1000 рублей. То есть за классное руководство у нас будут получать с 1 сентября 6000 рублей. Сколько нам денег надо конкретно? Нам это с федерального центра будут дотации у нас на 3272 классных руководителей. Ежемесячно по 5000? Да. Ежемесячно. Плюс 1000, да? Да, плюс 1000 у нас сохранилось. Еще один вопрос повестки – увеличение количества бюджетных мест в вузах. Говорили и о кадровой потребности региона в узких специалистах. Однако из-за того, что бюджетных мест очень мало, конкурсы большие на эти места, и они зачастую остаются за бортом этих вузов. Наши с вами дети. На сегодняшний день, да, если взять статистику службы занятости, они ежемесячно нам скидывают ее, там процентов 60 всех вакансий – это медицинский профиль. Но опять-таки, я не думаю, что в состоянии будет медицинский наш факультет готовить там рентгенологов, там, каких-то там излучений, таких специалистов, которые востребованы. Плюс к этому молодой выпускник, который заканчивает высшее учебное или среднее профессиональное образование, он не имеет стажа, у него нет опыта. Как правило, работодатель старается подобрать себе опытного, да. Послание президента в части образования разбирали по пунктам больше часа. Все предложения и обозначенные проблемы, озвученные на дискуссионной площадке, будут направлены в федеральный центр для дальнейшей проработки. Поддержка инициатив, направленных на повышение эффективности образовательного процесса и внедрение инновационных методик – одна из задач, которую решает партийный проект «Новая школа». Такие площадки единороссов проходят по всем регионам. Зелимхан Калоев, Марибек Миржоев, Новости 24.